этом году уже решилась наконец-то. Я от жары, конечно, боюсь, но решилась. Хадж-миссия 2019, рейс Магас-Медина. Сегодня из Ингушетии отправилась первая в этом году группа паломников. Практически все получалось. Просто в третьем раунде я чуть устал. Трудно было боксировать. А так, алхамдулилlah. Отбор на СКФО. В Ингушетии дан старт республиканскому турниру по боксу. Как прошел первый соревновательный день? У нас никогда не было этого парка. Здесь очень красивые карусели. Зеленые насаждения, территории для досуга, питания и детские площадки. Строительство городского парка Сунжи уже на стадии завершения. Пенсии повысят, авторегистрацию упростят, а медиков и пациентов защитят. Что еще изменится с 1 августа, расскажем в этом выпуске. Я призываю нашу молодежь читать про таких героев своих. Жизненный и боевой путь Абдуллы Цароева. В библиотеке Карабулака состоялась презентация книги Мусы Хадзиева «Трижды представленный». На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Отправились исполнить повеление Всевышнего. Сегодня из аэропорта Магас вылетела первая в этом году группа паломников. Это жители соседних республик. Самолет со 175 будущими хаджи на борту в сопровождении руководителя и командой медиков взял курс на Медину. А остальные 4 рейса запланированы в Джидду поочередно до 2 августа. Вместе с родными и друзьями паломников провожала и наша съемочная группа. Всего через несколько часов все эти люди окажутся на священной земле Медины. И для большинства из них это паломничество в Саудовскую Аравию первое в жизни. Самому молодому будущему хаджи всего 15 лет, а самому пожилому 79 лет. Каждый мусульманин в своей жизни должен съездить в хадж, совершить хадж. С Божьей помощью в этом году это случилось. Мы очень рады. Впечатления очень большие. Я желаю всем паломникам совершить хадж и вернуться домой целыми, невредимыми. Прежде всего, это хочется оказаться на Святой Земле уже не первый раз. И после каждой поездки только одно желание будет еще раз попасть на эту землю, где зародилась наша религия, ислам, и где наш посланник, алейхиссалям, ходит по этим местам и совершать обряды, которые должен совершить каждый мусульманин, имея возможность и здоровье. Все еще не верит своему счастью Роза Тахчукова. Не один год она копила средства на эту поездку. И вот теперь стала еще на один шаг ближе к своей цели – увидеть Каабу, совершить молитву и попросить прощения грехов у Всевышнего. В этом году уже решилась наконец-то. Я от жары, конечно, боюсь, но решилась. А какие у вас вообще впечатления? Очень хорошие. Мечтала, Аллаха шкур, все получилось. Все эти паломники – жители регионов Северного Кавказа. Организацию главного путешествия в их жизни они доверили ингушской компании «Имантур». Наши соседи из Северной Осетии, кумыки, тоже одним бортом полетели из Ингушетии. И по приезду приятно было и слышать в наш адрес, что наше внимание, прием, обращение наших, как говорится, служб в аэропорту, все это, как говорится, положительный отзыв. Я через другие туры много летал. Честно сказать, тамошние условия мне не понравились. А через Имантур мне посоветовал человек, который уже 3-4 раза летал. Сказал, что очень хорошие условия, руководители хорошие. В Саудовскую Аравию из Ингушетии в этом году запланировано 5 авиарейсов, 1 Магас-Медина и 4 Магас-Джидда. У аэропорта нет статуса международного, но тем не менее организация вылетов на самом высоком уровне. Первый борт – это 175 человек, которые изъявили желание вылететь из нашего аэропорта. Данные паломники являются не только жителями Республики Ингушетия, но и других регионов Северокавказского федерального округа. Как орган исполнительной власти правительства Республики Ингушетия, задача
сделать все, чтобы паломники вылетели без всяких происшествий, без всяких препятствий и долетели своевременно, без задержек и совершили хадж. По возврату наше министерство обеспечит встречу, приемку и беспрепятственный проход. Всего из Ингушетии в хадж отправляются 1400 человек. Их разбили на группы от 170 до 250 человек. Что очень важно, сопровождают паломников квалифицированные врачи, которые готовы к любому развитию событий и уже имеют опыт участия в хадж-кампании. Учитывая резкую смену климатических условий, их помощь акклиматизации обязательно понадобится. Бывает иногда, кажется, что все уже изучены. Но бывают такие случаи неординарные, что с каждым годом встречаешься с чем-то новым. Поэтому что-то вот конкретно новое писать это невозможно. А в основном паломники, если они невнимательны, они встречаются с такими проблемами, как теряются, язык не знают, куда обратиться тоже точно хорошо, как бы не ориентируются в местности. Потом у паломников всякое может быть, они привыкли к определенному климату здесь, адаптированы. Вылетая туда, в эти жаркие места, не каждый паломник сразу проходит адаптацию быстро. Вот бывают проблемы со здоровьем, ОРЗ, вот, вкратце вот такого характера. Проблем возникнуть не должно, учитывая и тот факт, что все паломники прошли вакцинацию. На многочисленных семинарах им объясняли, как совершать главные обряды хаджа. Рекомендовали не отходить далеко от земляков и в путь брать только самое необходимое. Что вы берете с собой вообще в хадж? В хадж я взял с собой в основном вот пособие, коротко о хадже и книгу молитв, чтобы я мог читать в пути и там, на месте, когда будем молиться. И в основном все. А уже по прилету будущих хаджи ожидают частые перевозки по основным зияратам в Медине и Мекке, транспортное обслуживание, проживание в гостинице, в палаточном городке и питание. Организаторы постарались обеспечить для паломников комфортные условия, чтобы их ничего не отвлекало от главной миссии. Скорее всего, радостная встреча с домашним очагом и со своими домочадцами, а действительно богобоязненных тоска по Мекке и Медине. Паломничество к исламским святыням продлится 2 недели. Стояние на Арафате и в долине Мина. Ночевка в месте Муздалифа. Долгие молитвы и непростой путь пешком. Все это впереди. С новыми силами и большой верой в сердце паломники покинули Ингушетию, чтобы исполнить один из обязательных столпов ислама. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мербек Миржоев. Новости 24. Сегодня свой день рождения отмечает и генерал-лейтенант, экс-глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Ему исполнилось 56 лет. Именинника поздравил временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Уважаемый Юнусбек Бамадгиреевич, примите искренние поздравления в связи с вашим днем рождения. За годы плодотворной работы на посту главы Ингушетии вы добились серьезных результатов в социально-экономическом развитии республики, улучшении благосостояния жителей, обеспечении мира и стабильности. Уверен, что ваш высокий профессионализм и богатый опыт поможет вам в решении важных задач на новом посту. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оставаться таким же энергичным, целеустремленным и ярким руководителем, каким вы были всегда. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким». Конец цитаты. Напомним, 8 июля этого года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Юнусбека Евкурова заместителем министра обороны России. Он руководит управлением боевой подготовки и службой безопасности полетов авиации. Сегодня в Ингушетии стартовал республиканский турнир по боксу. В отборочном первенстве на чемпионат СКФО принимают участие мужчины от 19 до 40 лет. На ринге сошлись лучшие боксеры в каждой весовой категории. Всего их представлено 10. За призовые места и возможность попасть на окружной чемпионат боксеры будут биться 3 дня. О том, как стартовал турнир, расскажет наш корреспондент. Сегодня первый день республиканского турнира по боксу. Такие масштабные соревнования – шанс для молодых боксеров продемонстрировать свое мастерство публике. Каждый ставит перед собой только одну цель – победить. Ведь наградой является путевка на чемпионат СКФО по боксу.
Тамерлан Плиев – постоянный участник таких масштабных турниров. Еще в детстве, наблюдая по телевизору за боями прославленных боксеров, он твердо решил стать профессиональным бойцом. И вот уже 8 лет Тамерлан посвящает все свободное время осуществлению своей детской мечты. Сегодня против него вышел в ринг опытный спортсмен. Однако ход боя полностью под контролем Тамерлана. Несколько жестких хуков и заслуженная победа – копилки его достижений. Да, латаус хост турнир чохдик организовать. Атлетил такой тянус весовой категории 63 килограмма лет сусол. Там он аккорд квалина гасан. Эскфо шузусу. Поддержь чох. Дикиус чой поддержь бодрый. Цар борже дота веркабака поддержь кишбусу чох. Хозухэст бодрялч. Второй бой выдался не менее зрелищным. Боксер в синем углу Мухаммад Салам Гойгов – опытный боксер, не раз побеждавший на подобных турнирах. И на этот раз он не оставил сопернику шансов на лидерство. Ну, практически все получалось. Просто в третьем раунде я чуть устал. Трудно было боксировать. А так, алхамдулилlah, моя главная цель – это взять первое место и поехать на чемпионат СКФУ. Бокс – один из самых травмоопасных видов спорта. И тут свои жесткие установки. Удары сопернику можно наносить только в рамках правил. И за их соблюдением следит опытный рефери. И от его работы зависит не только честность боя, но и здоровье боксеров. Шлем же в Международной федерации бокса и АИБа. Судьи, что очки почитать бол хаби ахтады. Болга дикя барго боксер шлем тача мешает нокто цан гиз ахтахул но таиди сабаханда чиже баргиш хедеш корт ваш хедеш ресчен жукахулчиш. Республиканский турнир по боксу будет проходить до 2 августа. В завершении 3 соревновательных дней победители и призеры соревнований получат кубки, медали и грамоты. И самое главное для них – это бесценный опыт. И, конечно, желанная путевка на чемпионат СКФО по боксу. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Ну а 1 августа в Ингушетии начнется 4-й международный шахматный фестиваль «Башня Согласия». Интеллектуальные соревнования будут проходить в спортклубе «Ади Ахмат» в Троицком, и лишь в последний день фестиваль переместится в столицу Ингушетии, где состоится заключительная игра спортивного праздника. Состоится открытый детский шахматный турнир, шахматная лига СКФО, кубок «Ади Ахмат» по быстрым шахматам. Ну а ключевым событием фестиваля станет товарищеский матч между Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Корякиным. 2 и 3 августа гроссмейстеры Инаркиев и Корякин сыграют 6 партий в быстрые шахматы, а 4 августа проведут 8 партий в блиц в Башне Согласия. Комфортный семейный отдых на берегу пруда предлагает городской парк Сунжи. Его строительство уже на стадии завершения. Открытие объекта, построенного за счет инвестора, запланировано на конец августа. Все строительные работы проводятся с учетом пожеланий жителей. На 2 гектарах предусмотрели зеленые насаждения, территории для досуга, питания и детские площадки. Репортаж Амины Боковой. Папа любила парня, она манила, бродягу полюбила, она его половина. Детская театральная сцена, качели, горки и не только. Зона для самых юных жителей Сунжи в первом городском семейном парке отдыха уже готова. Ждать торжественного открытия ребята и их родители не стали. И в парке уже кипит жизнь. У нас никогда не было этого парка. Здесь очень красивые карусели. Их никогда здесь не было таких каруселей. Качели очень красивые. Вон замок, в виде замка, горки, сеточки, они тоже очень красивые и интересные. Ну, я успела попробовать эти примерчики, барабаны вон там. А вот как примерчики эти работают? Ну, например, тут можно крутить и решать примеры. Например, 3 плюс 2 равняется 5. Семейный парк расположился на территории 2,5 гектаров в самой живописной части города, на берегу пруда с видом на горные пейзажи. Строительные работы здесь начались этой весной. Здесь уже забетонировали участки под велодорожки и тротуары. Также, помимо детской зоны, в скором времени здесь появятся крытые навесы, пляж и пирс. Ну и что важно для любого вида отдыха, здесь будут вкусно кормить. На территории парка планируется открыть кафетерии, и это далеко не все сюрпризы. Здесь предусмотрена велодорожка более 600 метров, 3 метра ширины. Здесь предусмотрена пешеходная зона, также полностью вдоль парка можно будет погулять.
Есть здесь, видите, вот стеклянные конструкции полностью, чтобы если будут погодные условия неблагоприятные, семьи могли находиться внутри этой зоны. Они будут видеть то, что делается на улице вне парка. И если, допустим, родители хотят оставаться снаружи, наблюдать за своими детьми, и снаружи у них такая возможность будет. Здесь будет также для взрослых спортивная площадка предусмотрена, воркаут-площадка. Там можно будет тренироваться в закрытой зоне, то есть отдыхающим они мешать не будут. Инициатором строительства объекта стал меценат, который пожелал остаться неизвестным. Несмотря на то, что парк возводится не в рамках госпрограмм, мнение жителей также учли при строительстве. Парк, он второй на территории города Сунжа. У нас есть один парк, но он не имеет такого оснащения, как этот. Этот более современный. Я считаю, что для жителей города Сунжа появилась хорошая возможность приятно проводить время с детьми. И я думаю, что это станет возможно, потому что здесь предусмотрены абсолютно все условия для этого. Городской Сунжинский парк уступает в площади семейному парку отдыха в 10 раз и больше подходит для любителей пассивного отдыха, что не скажешь о новом объекте. Место отдыха для тех, кто пришел, и в том числе и без детей, но в основном здесь рассчитывается, что будут семьи, то есть отец, мать, дети. Могут и дети самостоятельно. Рассчитано, что этот парк будет полностью бесплатно для детей оказывать возможность отдыхать. Видите, вот сейчас вот пруд, он тоже будет обустроен в рамках не этого парка, а дополнительно будет здесь заложен пожарный пирс, пожарный водоем, дополнительно будет лодочная станция, дополнительно будет гостиничный комплекс. Уже сейчас ведутся переговоры, инвесторы уже предположительно, уже предварительно определены. 90% работ закончили. Вся проблема у нас была из-за погодных условий. Но сейчас, уже по нашим данным, мы в течение 2 недель уже планируем завершить и готовимся к открытию. Официальное открытие парка запланировали на конец августа, а в будущем его планируют значительно расширить. И можно не сомневаться, новая зона отдыха станет одним из самых красивых уголков в городе. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. В августе пенсии работающих пенсионеров вырастут, а регистрация автомобиля станет проще. Кроме того, вступят в силу поправки, защищающие права граждан. Россиян освободят от НДФЛ с экономией на процентах во время ипотечных каникул. Медиков и пациентов защитят от новыми статьями в кодексе. Работодателям запретят ограничивать выбор зарплатного банка, а жилье начнут страховать. Что еще изменится, знает Зелимхан Калуев. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей. Выплаты этой категории не индексировались с 2016 года. Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Сейчас для перерасчета используется 3 балла. Дополнительные, как ожидается, будут посчитаны в следующем году. Можно ведь и все баллы заполучить, но в этом случае для того есть сейчас в законе, есть нормы, в соответствии с которыми нет ограничения баллов при назначении пенсии, кроме там 10 баллов, которые общая норма действует. Но это только для тех, кто отказывается от получения пенсии. Она, конечно, не популярна, она не выгодна, но возможность, как бы нам юристы, что возможность получения в полном объеме баллов есть, но она малоприменима. Вот. А то, что касается отмены 3 баллов, ну, во-первых, скажем так, что вот это вот 3 балла, это касается в первую очередь высокооплачиваемых работников. То есть если человек получает зарплату 3 балла, это 3 МРОТ фактически. МРОТ это 11 тысяч рублей. То есть если зарплата до 30 тысяч рублей у пенсионера, там при перерасчете на 1 августа учитывается весь доход. А вот если выше 300 рублей, то здесь уже существуют ограничения. Поэтому ну, здесь доводы можно приводить разные, что пенсия, в общем-то, повыше, зарплата повыше, поэтому это ограничения существуют. С началом августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения в простой письменной форме. В частности, в эту категорию попадут сделки с имуществом, а также сделки по отчуждению земельных долей при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение. И с 1 числа больше не нужно будет уплачивать госпошлину при внесении изменений в записи Единого госреестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. Сейчас размер пошлины составляет 200 рублей. В
платежках ЖКХ появится новый пункт, связанный со страхованием недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон вступает в силу 4 августа. При этом страхование жилплощади остается добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно. Природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы и теракты. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в нескольких регионах. В среднем по стране доля страхования не выше 8%. Из этого списка выбивается только Москва. Там этот показатель достигает 49%. В Иркутской области, где в этом году сложилась катастрофическая ситуация с паводком, уровень страхования превышает всего лишь 3%. 0,1% круг замыкает Ингушетия. Для сравнения, в США страхуют 95% граждан, а вот в европейских странах почти 80%. Если жилье полностью уничтожено в результате какого-либо происшествия, то страховая выплата составит от 300 до 500 тысяч рублей. Конкретная сумма будет определяться путем умножения средней стоимости квадратного метра в данном городе или в селе на площадь утраченного помещения. Если отказаться от страхования, то можно рассчитывать только на компенсацию из федерального или регионального бюджетов. Кстати, во всех регионах будут свои тарифы. Их рассчитывают для каждого жилого дома или квартиры индивидуально. Повлияют на них такие факторы, как количество зарегистрированных жильцов, общая площадь недвижимости, местонахождение. А также страховщики могут учитывать дополнительные риски. По примерным подсчетам, страховка квартиры площадью 50 квадратных метров обойдется собственнику примерно в 150 рублей в месяц. Если система заработает, то у разбитого корыта не останется никто. Также с 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителя или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит россиян от необходимости приезжать в ГИБДД. Также разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу одного окна. С 4 августа назначить сочетание букв и цифр для новых автомобильных номеров будут в ГИБДД, а изготавливать номерные знаки начнут аккредитованные частные компании. Ожидается, что на стоимость госномеров для машин это не повлияет. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных знаков на автомобиле составит 2000 рублей. А вот с 19 августа меняются правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь везти в страну можно будет не больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше 3 букетов цветов. Для большего количества продукции потребуются уже специальные сопроводительные документы. Эти правила будут действовать не только для пассажиров всех видов транспорта, но и распространяться на все почтовые отправления. Алкоголь под присмотром. С 21 августа ужесточаются требования к складам, где хранится алкогольная продукция. Такие помещения должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений, капитальными стенами или временными перегородками, а также оборудованы освещением и приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Новые правила должны будут соблюдать и производители, и оптовые продавцы. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Новости 24. Слепота не приговор. Незрячая Эссет Тимурзиева доказывает это на своем личном примере каждый день. Она читает Коран пальцами на ощупь. Девушка выучила несколько сур священного писания по методу Брайля. Эссет – обладательница дипломов, кубков и медалей всероссийских конкурсов. У талантливой девушки и хобби оригинальное. В свободное время она играет в теннис и делает цветы из бисера. О темном, но разностороннем мире талантливой личности Рина Тичоева. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Кончиками пальцев она каждый день доказывает самой себе, что возможности безграничны и отсутствие зрения не помеха для знаний. Известный во всем мире шрифт Брайля девушка выучила несколько лет назад. Поначалу это ей казалось сложной задачей, но любовь к священной книге была сильнее. Без всяких трудностей сегодня Эссет знает больше 10 сур и аятов священного Корана. Из класса центр Хаила Мхинга. Мама записать яйца в центре. В центре у меня Ниса, Юлия Ниса, Брайль, Деш, конкурс, что преподаватель Садик Балаев Ибрагим. Барса день должен отцов херсу.
Полная слепота – такой диагноз для Айсет и ее семьи стал неожиданным и страшным ударом судьбы. Неудачное падение в 15 лет спровоцировало заболевание глаз, которое быстрее прогрессировало. Она долго училась ориентироваться в пространстве, вести хозяйство, шить и читать. Именно семья помогла изменить мировоззрение. Девушка стала посещать лекции и кружки для незрячих. Свои знания Айсет продемонстрировала на всероссийском конкурсе незрячих «Чтит священного Корана», озаряющие сердца. Она заняла призовое место. Несмотря на свои ограниченные возможности по здоровью, девушка создает вот такие прекрасные композиции из бисера и бумаги. В ближайшее время Ася Тимурзиева примет участие в республиканской ярмарке мастеров. Первая работа – цветы в кувшине. Девушка говорит, что сложнее всего было сделать ствол. Основа его – простая проволока. Она обматывается клейкой лентой, пока не станет нужной толщины, а затем покрывается краской. За несколько лет увлечения Айсет сделала больше 20 десятков таких поделок. На каждую уходит как минимум несколько дней. Все зависит от сложности работы и наличия свободного времени. Оценить ее творчество приехал и мэр Назрани Алихан Тумгоев. В этом доме он частый гость. Общество слепых яж. Шинок, что ёхсина, зия, 3 августа. Цинсоута дайте, она что утепар, знаешь, кешти это зёх. Бисероплетение – не единственное увлечение Айсет. К примеру, она любит теннис, часто играет, и ее команда заняла 3-е место в соревнованиях. Педагогиса сей из бисер омдеш, дудыркива, макя, шкалса, алиюртяс. Цусун хай шин кирашо дзе, есода яхи преподаватель сон. Аз лицо домашний халосон листокуш, иштхайе, так цантро самиинга или садамиинга авашати, хаган юха так, хавашколог сгян, и иштхос хахул сгян так. Мелхаяю асагян хайш. Ну, ергянер, аз кирдякат, потому что листокуш, цаерш хилмхуливен, цаерш ахтхулиш хайе. Круг беж доквал вес царя. У девушки есть большая мечта обрести зрение хоть на мгновение, чтобы вновь увидеть лицо женщины, которая каждый день облегчает ей жизнь. Мама – это самый родной и близкий для нее человек, который всегда рядом, а большего Айсет и не надо. Дина Цычоева, Асхаб Белакиев. Новости 24. Он проявил особое мужество в борьбе с немецкими захватчиками, пускал под откос составы с боевой техникой, взрывал склады с горючим и минировал дороги. Все это о легендарном разведчике. Много исторических фактов из жизни, затрагивающие в том числе и боевой путь Абдуллы Цароева, собраны в книге Мусы Хадзиева «Трижды представленный». Ее презентация состоялась в городской библиотеке Карабулака. Тамара Хашагульгова встретилась с автором и читателями. Решителен и смел. В трудную минуту не терялся, из-за слабых постоять умел. Сегодня в библиотеке Карабулака непривычно многолюдно. Повод у такого оживленного собрания весомый. Муса Хадзиев, более известный в кругах литераторов под творческим псевдонимом Кант Милуси, презентует свою новую книгу «Трижды представленный». Эти книги «Трижды представлены». Книга полностью практически посвящена именно военной хронике, военной жизни Абдуллы Цароева. Книга «Трижды представленный» рассказывает об Абдулле Цароеве, о легендарном разведчике, человеке, что называется, без страха и упрека. В своем отряде Абдулла был известен под именем Володя. Он участвовал в боях Великой Отечественной войны с самого ее начала, командовал ротой в составе батальона, который прикрывал отступление основных сил дивизии под Брестом. Один из активнейших участников партизанского движения в годы Второй мировой. Он был награжден 2 орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени. В 3 классе я прочитал книгу, это было подробно. Потом, чуть позже, уже повзрослев, 2-ю книгу того же автора «Сильные духом». Там, ну, более подробно в «Сильных духом» описывалась героика партизанской войны в Западной Беларуси и в Западной Украине. Я всегда был настроен на это, но потом, чуть повзрослел, узнал, что начальником разведки этого партизанского отряда был наш ингуш
Абдулла Тароев. Идея написать книгу о славном земляке у Мусы Хадзиева возникла давно. На сбор материалов и на само написание книги у писателя ушло порядка полугода. Окончен труд был еще в 2013-м. Однако представить его читателям получилось только сейчас. Как говорит Муса, очень важно писать о героях-ингушах. Потомки должны знать об их славных делах и подвигах. Я вот призываю нашу молодежь читать про таких героев своих. В годы войны ушли добровольцами, и по призыву ушли более 8 тысяч ингушских парней. Все они, больше половины остались на полях сражения. Все они достойны такого описания, конкретного, именного. Истории, повествуемые в книгах Канта Милуси, основаны на реальных событиях. Лайсат, трудный путь возрождения, жизнь, борьба и последнее, трижды представленный. Они всегда рассказывают о выдающихся личностях, обычных людях с необычной судьбой. Вероятно, поэтому они так близки читателям. Его книгу не только легко читаешь, она читается и легко, и душевно, порой аж слезы убивает. Он тему знает раз, очень глубокий специалист. Он даже образцы вооружения бывшего, я ладно, по своему роду деятельности, может быть, и интересовался в детстве сильно. А он, видимо, глубоко вникает, прежде чем писать начинает. Такие встречи читателей с писателями для библиотеки хорошая традиция. К примеру, Муса Хадзиев презентует свои книги здесь уже в 3-й раз. По словам библиотекаря, его труды давно полюбились всем. Одним из способов пополнения краеведческой литературы в наших библиотеках – это книги, подаренные их авторами. И Муса Хадзиев каждую свою новую книгу дарит и нашей библиотеке, за что хотелось бы сказать ему большое спасибо, пожелать творческих успехов. Теплая обстановка знакомства читателей с новым романом пришлась по душе как самому автору, так и его почитателям. А значит, что эта встреча не последняя. Муса Хадзиев вновь ждет любителей художественного слова, готовых оценить его труды. У него еще много книг, которые ждут своего часа. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Ансамбль «Сик» стал обладателем гран-при и 6 первых мест фестиваля «Морское сияние». Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества проходил в Сочи. Юные ингушские танцоры представили на суд жюри 7 разнохарактерных хореографических композиций и за каждую получили заслуженную награду. По итогам судейских решений за танец праздничный ансамбль получил гран-при, а первые места за танцы горский, девичий, встреча, эрзи, парный танец и современную лезгинку. «Сик» получил денежный сертификат на участие в фестивале в Сочи под эгидой «Планеты звезд» и приглашение в Европу. Ингушский боец смешанных единоборств Молсер Боков проведет очередной поединок под эгидой М1 Global. 3 августа на турнире М1 Challenge 103 Боков сразится с опасным и непредсказуемым Хаудером Хасаном. Отмечу, что для нашего спортсмена этот поединок является уже 4-м по счету в этой организации. В М1 на данный момент Молсер идет без поражений. О предстоящем поединке и подготовке файтера сюжет нашего корреспондента. Когда поклонники смешанных единоборств слышат имя Мавсара Бокова, то на ум приходит не только ММА, но и другие всевозможные виды спорта, в которых наш земляк выступает успешно. Самбо, панкратион, грэпплинг, борьба и ММА. Чередуя турниры, Боков выступает на стабильно высоком уровне. Причиной тому усердные тренировки и полная самоотдача. Это все, где я выступаю, это связано с вольной борьбой, где в основном я побеждаю из-за борьбы, из-за вольной борьбы. Для меня любой вид эту разницу, это является спортом, это в первую очередь здоровый образ жизни. Для меня пример Молсера даже уникальный, я сказал бы. Поскольку Молсер представитель школы вольной борьбы, имеет серьезный стаж выступлений в этом виде спорта, и он, в отличие от многих, подошел к вопросу, скажем так, карьеры в ММА, очень серьезно, основательно. Он просто принял все правильные решения. Мавсар давно хотел сразиться с топовым соперником, чтобы подняться выше в рейтингах промоушена. Идущий на победной серии из 3 боев, Боков в начале августа встретится с Хайдером Хасаном, экс-бойцом 25-го сезона The Ultimate Fighter. В активе у представителя США 8 побед при 4 поражениях. Свой крайний поединок Хасан выиграл единогласным судейским решением. Для Мавсара Бокова этот бой станет очередным шагом к титулу чемпиона в полусреднем весе.
На турнире М1 Challenge 103 в Китае в противостоянии сойдутся опытные бойцы, но внимание поклонников ММА из Ингушетии будет приковано к нашему земляку. Начало турнира в 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция на канале М1 Global TV. Болеем за наших. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.